В Алекминском районе на это время действуют 3 лесных пожара. Один из них с привязкой к населенному пункту Тока признан наиболее сложным. Площадь пожара растет, чему способствует жаркая погода и ветровая нагрузка. В Алекминск прибывают дополнительные силы огнеборцев. Площадь лесных пожаров в Алекминском районе растет. Этому способствуют аномально высокие для этого времени года температуры и устойчивый ветер. Прибывают силы межрегионального маневрирования. Это из Якутска, практически со всех центральных районов прибывают ПХСники, люди лесной авиации. Их стараемся как можно быстрее перебросить на действующие пожары для скорейшей их локализации. На КЧС при главе республики были обговорены основные вопросы. Айсен Сергеевич конкретно обозначил задачи. Соответственно, конечно, коллеги, нам надо и в том и в другом вопросе принимать все оперативные меры для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации. И по пожарам, коллеги, я прошу действовать на самом деле достаточно активно. Местность, где горит, сложная. В связи с этим невозможно задействовать какую-либо технику. Работает один вертолет, но его возможностей уже не хватает. Недавно прошел оперштаб под председательством главы республики Айсена Сергеевича, где будет рассматриваться возможность по наращиванию сил и средств, а также выделению дополнительного вертолета для поставки воды и переброски огнеборцев на тяжелые участки. Остановить этот пожар при сегодняшних данных сложно. Возможно, результативным именно в этой местности стали бы взрывные работы. На сегодняшний день, конечно, там бы не помешало ребятам в помощь взрывные работы провести, потому что грунт там очень тяжелый, пожары почвенные, скальные россыпи. Копать их практически невозможно. Они прокапываешь, но пожар в камнях, он переходит и по новой возобновляется. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.